Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. 100 лет побед. Татарстан сейчас является лидером и по лесовосстановлению, лесоразведению. Вековой юбилей отмечает Минлесхоз Республики и кузница кадров татарстанского леса. Какой путь они прошли от ручной пилы до цифровой трансформации, расскажет Рамиль Шайдуллин. В Татарстане начинается сезон гриппа, но пока нет зарегистрированных случаев. Вакцины, которые пришли, пока у нас 4-валентная, ожидается 3-валентная, они как раз содержат уже те актуальные штаммы, которые будут циркулировать. Можно ли делать сразу прививку и от ковид, и от гриппа, расскажет Вероника Гайнутдинова. Процесс идет. На сегодня у нас по одномандатным округам все бюллетени отпечатаны, они порезаны. Как в республике печатают избирательные бюллетени, увидел Дмитрий Аринин. Его имя навсегда вошло в историю Великой Отечественной войны. На правом берегу он был в составе разведподразделения, старшим сержантом был, командиром отделения саперов. Какой подвиг при форсировании Днепра совершил сын татарского народа? В материале Юлии Гоголевой. Каждый день добывают черное золото. Решил себя попробовать в этой профессии. Ну и затянуло меня туда. О славных династиях татарстанской нефтянки в преддверии праздника Филюза Хамидуллина. День, который навсегда останется в памяти и будет болью отзываться в сердце каждого. Захват в заложники детей, учителей и родителей, и 334 погибших. Сегодня 17 лет трагическим событиям в Беслане. В 2004 году террористы взяли в заложники в школе более 1000 человек. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, по всей стране вспоминают жертв бесланской трагедии. В школах Татарстана начался 10-дневный цикл лекций о доверии и противодействии терроризму. Пройдут они в 20 образовательных учреждениях. В Казани лекцию для кадетов прочитал общественный помощник руководителя аппарата антитеррористической комиссии в республике Дидар Аразов. Мы больше говорим про профилактику, мы больше говорим про психологическое здоровье и как вообще взаимодействовать с другими людьми, как не поддаваться, да, потому что радикализм – это такое сложное понятие. Для нас самое важное – это психологическое здоровье. Если каждый человек будет психологически здоров, у него будут удовлетворены все потребности и все ценности, и то у него не будет причин для каких-то деструктивных действий. Очень много времени и сил уделяем им, чтобы разъяснить, какова суть экстремизма, какова суть терроризма, откуда все это происходит в конце концов и как с этим бороться. За лесами республики они следят из космоса, а за здоровьем деревьев с помощью спектрального анализа. Сегодня лесничество Татарстана отмечает столетие. Масштабные торжества прошли в Лубянах Кукмарского района. Здесь находится одно из старейших учебных заведений отрасли. Лубянскому лесотехническому колледжу тоже 100. На празднование приехали федеральное руководство Рослеса и экологии и президент, который хорошо знаком с коллективом. Что их связывает и с какими задачами лесники вошли в новое столетие, Рамиль Шайдуллин обо всем расскажет. Отложив все дела, вы приехали сюда. Рустам Миниханов входит в колледж, в котором хорошо знали его отца. Именно его в 50-м году окончил будущий директор Сабинского лесхоза Нургали Миниханов. Какой отрасль была в то время и как все начиналось, гостям показывают на юбилейной выставке. Станок для изготовления рогожек. Это уникальные фотографии прошлого века. В них то, как год от года менялась отрасль. Как на смену ручной пиле Колесова пришла бензопила «Дружба» и как в войну ТССР стал одним из главных регионов по лесозаготовке. Здесь наглядно видно, какой огромный путь ведомства прошло за это время. С тех времен, когда все делал человек и буквально знал каждое дерево, до 21 века, когда за всеми лесоугодьями Татарстана следят с космоса. К своему столетию Министерство лесного хозяйства пережило настоящую цифровую трансформацию. На 100% перевели свои карты и услуги в электронный формат. Сервис позволяет анализировать фото, снимки
вчерашнее и сегодняшнее, и этот процесс автоматизирован, внедрены элементы искусственного интеллекта, и система позволяет в автоматическом режиме распознавать те изменения, которые происходят на федеральных землях лесного фонда. Например, эти изменения могут быть связаны с вырубками. 1 ель, 3 березы, 1 осина, 1 липа. Болезней нет. Лубянский колледж сегодня одно из передовых учебных заведений республики, где учиться интересно и престижно. Современные технологии, лаборатории, методики и оборудование. Все для того, чтобы точно и быстро определить здоровье дерева, а значит всего леса. У меня дед был лесником. Мне это очень нравится, это занятие. В 7 часов мы просыпаемся в общежитии, умываемся, завтракаем. В 8 часов идем на пары. С 8 до 11. Сегодня, в день двойного юбилея, в Лубянах большой праздник. На стадионе ветераны отрасли, передовики, лучшие студенты, да и все те, кто живет лесом. Очень приятно, что 50 лет назад, когда Лубянскому техникуму было 50-летие, я с отцом имел возможность посетить вот этот техникум. Для меня это очень важно, что вот на столетие мы вот вместе с вами радуемся не только, а радуемся и говорим о том, что это одно из самых перспективных учебных заведений. Татарстан сейчас является лидером и по лесовосстановлению, лесоразведению. Совместно в последние годы государство выделяет и республика серьезные деньги на техническое перевооружение. Вы участвуете в серьезных инфраструктурных проектах. Здесь же особо отличившимся специалистам отрасли вручили почетные звания и госнаграды. Во все времена и даже в условиях цифровой трансформации главным богатством леса были и остаются люди. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Кукмарский район. И сегодня утром Рустам Минниханов отдельно принял заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Наприенко, главу Рослесхоза Ивана Советникова и руководителя Росгидромета Игоря Шумакова. Обсудили сотрудничество по ряду направлений и реализацию совместных проектов. Раевский Богородицкий мужской монастырь посетил сегодня Рустам Минниханов. Здесь проходят торжества, посвященные 30-летию возрождения обители. Президент осмотрел интерактивный музей монастыря, открытый в 2019 году по благословению митрополита Феофана. Здесь же Рустам Минниханов встретился со спортсменами из Армении, которые приехали в Татарстан для участия в первых играх стран СНГ. Президент возложил цветы на могилу архимандрита Всеволода, который стоял у истоков возрождения Раевского монастыря. В Троицком соборе Рустам Минниханов встретился с представителями православного духовенства. Президент поздравил священнослужителей с 30-летием возрождения монастыря. Монастырь, он сегодня живет полнокровной жизнью и является гордостью всего православного мира, который находится в Республике Татарстан. Я всех вас благодарю, что вы в этот день находитесь здесь вместе с нами, и хочу пожелать, чтобы Раевский монастырь и дальше развивался, процветал. Четверть татарстанцев умерли от коронавируса за последние сутки. Мужчинам было 82 и 73 года, женщинам 72 и 62. Еще у 50 жителей республики за сутки подтвердился диагноз ковид. 14 человек госпитализированы, сообщает оперативный штаб. Больше всего заражений в Казани, здесь 28 случаев, в Челнах 13. В России за сутки выявлено 18 856 новых заболевших. Это почти на 1000 больше, чем днем ранее. Ковидные больные в красных зонах смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре. Об этом сегодня рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Он сказал, что пациенты сами изъявили желание. Голосование пройдет с учетом всех особенностей. В Роспотребнадзоре предупреждают, начинается сезон гриппа. На следующей неделе уже можно будет сделать прививку от этого вируса. Подробнее расскажет Вероника Гунудзинова. Заболеваемость у нас стабильна. Мы не в приросте. Ситуация с коронавирусом в Татарстане сейчас ровная и стабильная, а значит без тенденции ухудшения и снижения заболеваемости. С особой тревогой ждут эпидемиологи наступления сезона вирусных заболеваний. Мы вступили, еще раз повторяю, в сезон
заболеваемости гриппа ОРВИ, поэтому, конечно же, на этот сезон маски будут сохраняться. И вы знаете, что теперь у нас планка уже не 60% охвата населением, да, а коллективный иммунитет, а все-таки 80%. Поэтому на сегодня в перспективе в ближайшей, а это на ближайшие полгода, маски отменяться точно не будут. Несмотря на то, что в прошлом пандемийном году не было ни одного случая заболевания гриппом, этой осенью ситуация может быть противоположной. Поэтому Роспотребнадзор призывает население вакцинироваться от гриппа. В Татарстане еще не зарегистрирован ни один случай гриппа, но уже в понедельник можно будет начать от него прививаться. Первую партию вакцины уже привезли в республику, ее начали развозить по поликлиникам. Вакцина Ультрикс Квадри. Она не содержит живого вируса гриппа и консервантов. Вакцина эффективна и при новых штаммах. Их в этом году 2. Вакцина на данный момент, которая поступила, она предназначена для детишек от 6 месяцев. Ну и, понятно, беременным она, возможно, ее применение, и взрослым до 60 лет. Мы ждем сейчас вакцины, которые нам поступят в следующей партии в самое ближайшее время, и там уже, безусловно, будут расширены показания. Медики призывают делать прививку и от ковид, и от гриппа, но промежуток между вакцинами должен быть месяц. На сегодня в республике от коронавируса привились 1 700 000 татарстанцев. И сегодня в Минздраве сообщили, у тех, кто вне выборов окажется в ковидных госпиталях, это врачи и пациенты, будет возможность отдать свой голос. Тот контингент пациентов, который находится у нас в красной зоне и находится с неплохим не состоянием, а самочувствием, они действительно изъявляют желание проголосовать, и мы, в общем-то, наша задача максимально обеспечить это желание. Для этого сейчас разрабатывается целый ряд санитарных мер безопасности. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Татарстанское отделение «Единой России» подписало соглашение с волонтерами-медиками. Тесное взаимодействие с ними помогает оперативно реагировать на динамично возникающие запросы общества, сказал секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаммедшин. Движение «Волонтеры-медики» – это почти 4000 добровольцев. Особую активность они проявили в период пандемии, доставляли еду и лекарства больным и маломобильным людям, работали в красной зоне, в поликлиниках и стационарах. За год это 50 000 часов волонтерской помощи. Теперь будут совместные мероприятия и акции, направленные на оздоровление населения, профилактику заболеваний, а также вовлечение школьников и студентов в добровольчество. Волонтерское движение, которое зародилось в стенах Казанского медицинского университета, поддержать и тиражировать эту работу. Готовят врачей, готовят работников системы здравоохранения, тех людей, которые неравнодушны уже со студенческой скамьи к здоровью этого поколения, людям, которые обращаются. Сейчас, после этого соглашения, мы можем сказать, что мы можем в дальнейшем реализовывать различные совместные проекты, проводить различные акции, помогая друг другу. У нас есть ресурс волонтерский, что мы готовы помогать на различных мероприятиях. Конечно, это информационная поддержка, проводя совместные акции, совместные проекты. Не проветрить, не уснуть. На что жалуются жители пригорода Казани и почему ищут спасения у главного санитарного врача России. Читайте в интернет-газете «Реальное время». До выборов в Государственную Думу России осталось 13 дней. Сейчас идет активная подготовка. В Татарстане начали печатать избирательные бюллетени. Завершить процесс планируют к 7 сентября. В эти дни типография «Дель Пресс» работает в круглосуточном режиме. В нашей республике бюллетени будут на 2 государственных языках. Это 2 934 500 экземпляров для голосования по федеральным спискам партий и столько же по одномандатным округам. Как идет процесс печати и какой защитой снабдят бюллетени, увидел Дмитрий Аринин. Это вот стойка должен быть. Мы уже от него вот стойка уже отработали. Вся печать избирательных бюллетеней на автоматическом контроле. В ход идут тонны краски и бумаги. Типография работает в несколько смен в круглосуточном режиме. Для выборов в Татарстане на русском и татарском языках предстоит изготовить почти 3 миллиона бюллетеней для голосования по федеральным спискам и столько же по одномандатным округам. На сегодня у нас по одномандатным округам все бюллетени отпечатаны, они порезаны. Идет упаковка. Брака практически очень мало. По технологическим требованиям мы за этим в круглосуточном режиме работаем и следим. Бюллетени будут иметь несколько степеней защиты. Это тангирная сетка синего цвета у федеральных списков партий и зеленого у перечня кандидатов-одномандатников.
Также на каждый бюллетень приклеят специальную номерную марку и свои подписи поставят члены участковых избирательных комиссий. Специально на госзнаке отпечатаны марки по количеству бюллетеней, точно единица в единицу, специальные защитные марки, которые просто невозможно повредить, потому что у них есть элемент самоуничтожения этой марки, который не дает возможности эту марку переклеить. Полностью отпечатать и упаковать избирательные бюллетени планируют к 7 сентября. После этого представители ЦИКа республики вместе с вооруженной охраной доставят документы для голосования в территориальные избиркомы, а затем и на сами участки. Дмитрий Аринин, Ришат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сегодня в российском календаре памятная дата – День воинской славы. В этот день в 1945 году завершилась Вторая мировая война. В этот день мы вспоминаем тех, кто с честью и отвагой защищал Родину. Среди них герой нашего следующего репортажа Хамит Аглиуллин. Сын татарского народа, уроженец Башкортостана, свой подвиг совершил при форсировании Днепра. Тогда ему было всего 24 года. Звание героя получил посмертно. Хамид Шамсудинович, он себя еще до этого очень проявил как смелый, отважный, умелый боец. В Красную армию уроженца Башкирии Хамита Аглиуллина призвали за 2 года до начала войны. Служил он в саперном взводе, потому на фронт в 43-м пришел уже профессионалом своего дела. Через 8 месяцев сержант Аглиуллин совершил главный подвиг и вписал свое имя в историю Великой Отечественной войны. При героическом форсировании реки Днепр на правом берегу он был в составе разведподразделения, старшим сержантом был, командиром отделения саперов. Это как раз-таки одни из тех передовых частей, которые первые переправлялись на тот берег для того, чтобы закрепиться и дать дорогу своим войскам, то есть захватить небольшой такой плацдарм. Плацдарм оперативно захватили, задачу командования выполнили. Благодаря этому у Красной армии началась наступательная операция. В тот момент 24-летний Хамид еще не знал, что его ждет награда – орден Красного Знамени за мужество и отвагу. Но получить его сын татарского народа не успел. 15 октября 43-го погиб под огнем, удерживая плацдарм на Днепре. Насколько сильно он любил родину и каким он был, сейчас можно узнать из наградного листа. К званию Героя Советского Союза Хамита Аглиуллина представили уже посмертно. И бесстрашным огнем из автоматов и гранатами выбивал противника из траншей. Тем самым обеспечивал высадку передового отряда на правый берег реки Днепр. Воинский подвиг Хамита Аглиуллина помнят и чтят на его родине. В Благоварском районе Башкортостана, где он родился и жил до войны, установлен монумент «Память». На одной из скульптур бесстрашное лицо Хамита. В районном краеведческом музее хранят и личные вещи Героя Советского Союза. Аглиуллин Хамид Шамсудинович. Здесь земля с могилы Хамита Аглиуллина. Вот фото школы, в которой он учился, и даже листочки из тетради, в которую он писал. Хамит Аглиуллин похоронен в Белоруссии, в братской могиле на месте тех ожесточенных боев. В родном селе Удрякбаш в Башкирии в его честь назвали школу и улицу. Юлия Гоголева, Милюша Латыпова, Рузили Мамов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань, Уфа. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят добытчики черного золота. Быть нефтяником – это не только профессия, это образ жизни, говорят те, кто стоял у истоков татарстанской нефти. И немало тех, кто идет в нефтянку, продолжая семейную династию. В поселке Актюбинский Азнакаевского района живет семья Мухамедзяновых. Мастер по добыче нефти Ильдар – наставник не только для сотен операторов, но и для своих сыновей. Филюза Хамидуллина расскажет, каково это добывать черное золото. Ильдар Мухамедзянов – мастер по добыче нефти и газа. Под его контролем 123 скважины. Как они работают, сколько нефти качают, а еще контроль за безопасностью труда. Главная задача. Когда-то я тоже был оператором. Начинал, правда, во втором промысле. Затем уже мастером перешел на этот участок. По специальности Ильдар Мухамедзянов – горный инженер. В 80-е закончил Московский институт нефти и газа. Начинал простым рабочим, затем стал оператором, потом инженером. И вот теперь мастер. Нефтянке он более 30 лет. Если раньше операторам приходилось ходить пешком, сейчас все автоматизировано, говорит он. Мы начинали пешком, ходили пешком на лыжах. Вот теперь этот процесс, он механизирован, с малыми средствами механизации, Вот телефоны, смартфоны появились, то есть за мобильную связь, она ускоряет процесс. Свои знания он теперь передает сыну Ильшату. Он трудится с отцом в одной бригаде. Будучи оператором, обходит по 40 скважин в день. Проезжает больше 30 километров. Решил себя попробовать в этой профессии. И затянуло меня туда. И
6-й год уже здесь работаю. А сейчас легко, сейчас на квадроцикл все ложишь, инструмент все пробуй. И передвижение быстро уже получается. По стопам отца пошел и сын Наиль. Он тоже оператор по добыче нефти, работает в Альметьевске. Династию Мухамедяновых в отрасли знают очень хорошо. Дед был удостоен ордена Красного Знамени. Их общий трудовой стаж более 90 лет. Проработал, более 40 лет электромонтером в электроцехе. То есть по подстанциям был электриком. Вот его работа, наверное, тоже нас подтолкнула, чтобы стать нефтяниками. Сыновьями-нефтяниками гордится мама Нафиса Мухамедянова. Она, как никто, знает, насколько это ответственная работа. Во время остановки качалок, прорывов нефтепроводов переживает не меньше, чем дети. Это сложная работа, нефтяник. Я всегда провожаю и мужа, и сыновья горячим обедом. Иногда и поздно приходят они с работы. И порыв бывает. Завтра у Мухамедяновых и у всех нефтяников большой праздник. На торжества в Альметьевск приедет и Рустам Миниханов. Народные гуляния развернутся на главных улицах нефтяной столицы. Будут и открытия. Так, на территории ЦРБ заработает детский хирургический корпус, откроет новый детский сад «Каракуз» и кампус нефтяного института. Все это вклад нефтяников в развитие социальной инфраструктуры. Масштабный праздник охватит и другие города Юго-Востока. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район, Альметьевск. В это воскресенье в Казани откроется международный фестиваль мусульманского кино. Гости уже начали прибывать. Сегодня в аэропорту наша съемочная группа встретила известного азербайджанского режиссера Эльчина Мусауглу, который возглавит жюри конкурса. Он наиболее известен своим фильмом «40-я дверь», титулованным на кинофестивалях во многих странах, а также кинолентой «Набат», номинантом Венецианского кинофестиваля и «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». В этом году на фестиваль мусульманского кино заявились 584 участника из 45 стран. Гостями станут известные актеры Татьяна Абрамова, Ольга Кабо, Александр Носик, а также Селим Байрактар, известный многим по сериалу «Великолепный век». Зрители смогут увидеть работы кинофестиваля в кинотеатрах «Мир» и «Алмаз Синема». Давно мечтал быть здесь. В 2009 году мой фильм участвовал здесь в фестивале. Многое мне рассказывали наши друзья, которые здесь участвовали. Я очень рад и думаю, что будет очень хороший фестиваль. Я с удовольствием поработаю с нашими друзьями. О судьбе подростка-сироты, его взрослении и пути к мечте. Речь о книге Айгиза Баймухаметова «Нахак», что в переводе значит «несправедливый». Сегодня ее презентовали в Союзе писателей Татарстана. Автор – популярный башкирский писатель, главный редактор молодежного журнала. Его произведения переведены на русский, татарский, киргизский, казахский, турецкий, азербайджанский и бурятский языки. «Нахак» уже 6-е произведение из серии книг от журнала «Казан-Утлары» агентства «Татмедиа». Это специальный проект, в рамках которого в печать идут миниатюрные издания, удобные для чтения. Тираж каждой книги 2000 экземпляров. Книга «Нахак» вышла на татарском языке. Для меня это очень радостное событие, так как писатели, они всегда являются теми, которые сближают народы. Литература, она служит не только на один народ, он же должен объединять людей. И татарская литература, татарский народ, для нас, башкиры, очень близкий народ, потому что мы выросли, читая произведения, хорошо знаем произведения татарских писателей. Оказалось в нужное время в нужном месте. Челнинский врач спасла жизнь пассажирки с самолета «Казань-Анталия». Заведующая кардиологическим отделением БСМП Энджи Матыгуллина за оперативность и грамотные действия в критической ситуации получила благодарность от министра здравоохранения республики. Историю спасения услышала Светлана Звонарева. Энджи Матыгуллина врач уже 14 лет. Вспоминает, в этот день она с семьей летела в Турцию на отдых. Самолет около часа находился в небе, когда через громкоговоритель сообщили. Одной из пассажирок стало плохо. Она потеряла сознание. На просьбу о помощи сразу же откликнулся челнинский врач. Пациентку мы транспортировали на пол, придали ей горизонтальное положение. То есть стюардесса помогала, принесла медицинскую аптечку, то есть тонометр. Благодаря правильным и оперативным действиям врача пассажирка пришла в себя. Командир воздушного судна принял решение развернуть самолет. В аэропорту Казани пострадавшие уже ждали медики. За спасение жизни Минздрав республики вручил Энджи Матыгуллиной благодарность министра. Сама врач не считает свой поступок героическим. Для нее это привычная работа, но оказывать помощь на высоте 10 тысяч метров еще не приходилось.
И неотложная помощь, в принципе, для нас это не что-то такое внеурочное, не что-то такое экстренное. То есть мы этим занимаемся ежедневно. У нас на этажах бывают экстренные ситуации, мы в приемном покое работаем. То есть мы с этим работаем, и для нас эта ситуация отнюдь не впервые. У Энджи Матыгулиной много благодарных пациентов. Одна из них – Венера Ахмедшина. Она не в первый раз проходит лечение в кардиологическом отделении БСМП и очень рада, что ей помогают такие профессионалы. В БСМП не первый раз. Я уже здесь, можно сказать, прописана. Врачи замечательные. Уметь оказать первую медпомощь должен каждый, считает Энджи Матыгулина. Ведь не всегда медики могут оказаться рядом, как в этом счастливом случае. Светлана Занарева, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Холодный воздух ворвался в наши просторы, и ожидать тепла в субботу не приходится. О погоде на 4 сентября чуть позже. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца сентября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет облачно, к вечеру прояснится. Ночью и в первой половине дня местами дожди. Прохладные в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Дневная температура плюс 16, временами дождь. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше температурный фон сохраняется пониженным. Осадки возможны лишь ночью и утром. Облачная погода с прояснениями. В Арске, в Кукмаре, Балтаси. Тут также прохладно. Особенно это заметно в ночное время. Довольно прохладно и в Болгре, Држаном, Буинске. В субботу плюс 12 с дальнейшим похолоданием. Местами синоптики обещают дождь. Субботний день не согреет солнечным теплом и высокой температурой жителей центральных районов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье станет еще прохладнее. Одеваемся теплее, наступила настоящая осень. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в спине может исчезнуть без следа. Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Даже с грыжей можно справиться без операции в любом возрасте. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост. 4 сентября в Казани будет облачно, к вечеру прояснится. Ночью и утром небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 9, а днем 15 градусов выше нуля. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 65%. Магнитное поле Земли спокойное. В народе говорят, если сентябрь холодный, то весной снег сойдет быстрее обычного, а значит и тепло придет раньше. А пока наступила настоящая осень, одевайтесь теплее и берегите свое здоровье. До свидания.